Рахмон вновь прогнется под Путина? Подписывайтесь на обновления, будете в курсе всего самого важного. Власти Таджикистана в настоящее время не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу ЕС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника департамента информации и печати МИД Таджикистана Шахина Самади. 5 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения 201-й российской военной базы выразил надежду, что власти Таджикистана вскоре все-таки определят для себя выгоды присоединения к ЕС. Как уточнил официальный представитель МИД Республики Таджикистан, интеграцию Таджикистана в ЕС стороны не обсуждали ни на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном, ни на переговорах с министром иностранных дел страны Сираджидином Мухридином, которая состоялась 6 июня. Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕС не стоит на повестке дня. В ходе встречи в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций, заявил ТАСС Шахин Самади. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Таджикистан с официальным визитом 5 июня и начал свою программу пребывания с посещения 201-й российской военной базы в Душанбе, где проинформировал военнослужащих о спецоперации в Украине. 6 июня Лавров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и провел переговоры со своим таджикским коллегой Сираджидином Мухридином. Москва и Душанбе намерены продолжать работу в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана. Будем и далее бороться с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком. Очень ценим наше союзническое взаимодействие, сказал глава дипведомства Российской Федерации. В ходе визита Лаврова в Душанбе был обсужден и вопрос трудовой миграции граждан Таджикистана в Российскую Федерацию. Сираджидин Мухридин сообщил о планах Москвы и Душанбе укрепить координацию в сфере миграции, чтобы предотвратить конфликты с участием таджикских граждан, пребывающих в России. В ходе беседы мы подробно обсудили сотрудничество двух стран в миграционной сфере. Таджикская сторона отметила о необходимости соблюдения базовых прав и свобод пребывающих на территории России граждан Таджикистана в ходе осуществляемых российскими государственными органами плановых и внеплановых мероприятий по упорядочению миграционных процессов. В данном контексте через правоохранительные органы страны направлено официальное обращение к российской стороне с просьбой проверить законность и приемлемость такого обращения с нашими гражданами, сказал глава МИД Таджикистана. Сергей Лавров отметил, что Россия 2 года назад помиловала несколько тысяч таджикских граждан, депортированных за нарушение законного пребывания на территории Российской Федерации. Визит Лаврова в Таджикистан состоялся в то время, когда в России продолжалась антитаджикская кампания. Последние недели российские полицейские задержали и избили сотни таджикских мигрантов, а десятки из них были депортированы. Рейды проводились не только против мигрантов. Группа таджикских студентов в Комсомольске-на-Амуре сообщила, что более сотни из них без объяснения причин были жестоко избиты российскими ОМОНовцами. Российские власти заявили, что антимигрантские рейды завершены, но мигранты ежедневно присылают фото и видео и утверждают, что проверок на дорогах, в ресторанах, в общественном транспорте и на рабочих местах стало еще больше. Ежегодно сотни тысяч граждан Таджикистана уезжают в Россию из-за безработицы и низкой заработной платы в стране. Некоторые из них получили российское гражданство и пользуются льготами, полагающимся гражданину Российской Федерации. Других время от времени задерживают, штрафуют или депортируют за отсутствие трудового патента или регистрации о проживании. А в последнее время еще и зверски избивают. Но почему-то наше правительство реагирует на это как на что-то должное. Почему они позволяют России так вести себя со своими же гражданами? Кто они такие, чтобы так обращаться с таджиками? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.